Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Государственная независимость – это начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Независимость и свобода стали началом качественно нового исторического этапа. И Таджикистан за годы государственной независимости достиг заметных результатов на пути обеспечения политического, социально-экономического и культурного развития страны. Одними из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. У вас очень красивая страна, у вас очень красивая столица. Душанбе очень красивый город. Отсюда не хочется уезжать. Сегодня в Душанбе состоялся форум женщин Таджикистана и Казахстана. Женщины, финансовые ресурсы и защита от насилия. Женщины-лидеры, активистки двух стран поделились своим опытом и мнениями, а также обсудили различные актуальные темы. Подробности у Зумрат Файзиевой. В работе форума женщин Таджикистана и Казахстана «Женщины, финансовые ресурсы и защита от насилия» приняли участие руководители исполнительных и законодательных органов двух государств, специалисты в области прав и возможностей женщин, ученые, женщины-предприниматели. Были обсуждены различные аспекты гендерной политики и сотрудничества в этой сфере между Таджикистаном и Казахстаном. Председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан Рамазанова Ляззат Керимкуловна. Я очень надеюсь, что первые итоги будут самыми основными. Почему? Потому что сегодня мы говорим, что тот экономический рост, который предстоит нам сделать вместе, а я говорю вместе, потому что казахстанская делегация сегодня представлена в первую очередь женщинами, которые достигли каких-то результатов в бизнесе, это предпринимательницы, а 52% населения Казахстана – это женщины. Средний и малый бизнес Казахстана 70% возглавляют женщины, то есть это тот самый потенциал, который даст новые результаты для роста благосостояния наших стран. Это будет взаимополезно, это будет взаимовыгодно. И мы, конечно же, благодарны, что инициатива исходила от Таджикистана, от правительства Таджикистана, чтобы в рамках мероприятий прошел такой форум. Очень будем рады видеть наших уже, я могу смело сказать, не подруг, а сестер у нас в Казахстане. Я надеюсь, что по итогам данного форума будут подписаны совместные бизнес-проекты, и мягкая сила женского бизнеса внесет свою лепту в данное мероприятие. Махмаджанова Мухибат Аладжановна, доктор философских наук, профессор, председатель Совета женщин Национальной академии наук Таджикистана. Форум женщин Таджикистана и Казахстана способствует развитию отношений между двумя странами, в частности, в области реализации гендерной политики. Проведение таких мероприятий в наших странах способствует сближению наших народов, разработке совместных программ по обеспечению прав и свобод женщин и решению многих гендерных проблем в наших странах.
На мероприятии было отмечено, что гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития общества. Несмотря на достигнутый в последнее время прогресс, все же сохраняется и множество проблем. Малика Джуракулова, директор структуры ООН «Женщины» в Таджикистане. Мы сегодня участвуем на форуме женщин Казахстана и Таджикистана. И я считаю, что это очень значительный форум, потому что у нас один регион. Мы должны вместе работать, потому что многие вопросы, которые есть в Таджикистане, они присущи также для Казахстана. Поэтому такого рода форумы, они являются очень хорошей площадкой для того, чтобы женщины обеих стран обсуждали гендерные вопросы и старались найти пути решения этих вопросов, пути решения этих проблем. Этот форум, он направлен на то, чтобы поднимать вопросы финансовых ресурсов, а также гендерного насилия в странах Центральной Азии. Я считаю, что это очень важно говорить о финансовой независимости женщин, потому что очень часто одним из важных факторов того, что женщина остается в абьюзивных отношениях со своим абьюзером или со своим агрессором, это как раз-таки ее финансовая зависимость от этого абьюзера. Поэтому очень важно, когда мы рассматриваем, обсуждаем вопросы гендерного насилия, мы одновременно еще говорили о том, что нужно создавать специальные программы, разрабатывать какие проекты для того, чтобы помогать женщинам становиться финансово независимыми. Я Ватанова Шахло, генеральный директор компании «Шалой Ватан», производство спецодежды, униформы, а также развития народных промыслов. Я очень рада, что правительство наших стран делает все, чтобы у женщин была финансовая независимость, а также доступ к банковским инструментам и к финансовым инструментам также. Сегодня женщины Таджикистана имеют право получать гранты, получать кредиты. Это инструменты банковские, которые именно для женщин делают такие преференции, низкие скидки. И вообще мы очень рады, что мы сегодня можем с гордостью сказать, что женщины-предприниматели в Таджикистане развиваются наряду с мужчинами. Конечно, на этом форуме также еще затрагиваются другие вопросы, связанные с гендерным неравенством. Но мы очень рады активно принимать участие в такого рода форумах. Мероприятие стало платформой по наращиванию потенциала и возможностей женщин Таджикистана и Казахстана для достижения целей устойчивого и содействия поиску новых точек соприкосновения при решении важных вопросов, а также нахождения бизнес-партнеров. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушбак, Джахонгир Самиев. Новости. Новая усовершенствованная система экзаменов для высших и средних профессиональных учреждений на основе процедуры централизованного экзаменационного пункта в Национальном центре тестирования при президенте Республики Таджикистан проведен основной тур централизованных вступительных экзаменов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования. Для абитуриентов, не прошедших первый тур, осуществляется процесс подготовки к следующему регистрационному и экзаменационному этапу. Современная централизованная система вступительных экзаменов, прозрачная и справедливая методика сдачи экзаменов в Республике Таджикистан, принятая для поступления абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования страны, приносит свои плоды. Национальный центр тестирования при президенте Республики Таджикистан – это объективная и справедливая оценка знаний и навыков абитуриентов. Одной из задач центра является распределение абитуриентов в образовательные учреждения Республики Таджикистан согласно результатам экзаменов, выбранной специальности, заявленным приоритетам и плану приема студентов. 25 июля были подведены итоги конкурса по основному распределению абитуриентов на централизованных экзаменах для поступления в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан.
Централизованные вступительные экзамены, система централизованного проведения вступительных экзаменов и распределения абитуриентов в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования Республики Таджикистан с применением современных форм и методов оценивания знаний, умений и навыков, а также передовой техники и технологий согласно стандартизированным процедурам проведения экзаменов, обработки, анализа и представления результатов. Абитуриенты по итогам основного конкурса по распределению, принятые в образовательные учреждения по одной из комбинаций выбранных ими специальностей, должны явиться в соответствующее учреждение среднего или высшего профессионального образования не позднее 6 августа и подать в приемную комиссию необходимые документы, перечень которых находится в личном кабинете каждого поступающего. Абитуриенты имеют возможность участвовать в следующем туре по комбинациям специальностей учебных заведений, в которых есть свободные места. Конкурс на перераспределение будет проводиться на основании баллов, полученных абитуриентом на экзаменах, то есть без прохождения переэкзаменовки. Следующий экзаменационный период, который пройдет с 11 августа с перерегистрацией, абитуриенты уже будут заполнять анкеты по специальностям, и весь процесс будет проходить под строгим и прозрачным контролем. Новая система внедрена на основе точного изучения требований. Она обеспечивает организацию и проведение вступительных экзаменов в высшие и средние профессиональные учебные заведения страны посредством тестирования с оценкой уровня и качества образования абитуриентов. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.